Елабуга – это город-энциклопедия, находка для любителей истории. В этих местах был найден Ананинский могильник. Это и убедило археологов, что первые поселения здесь были еще до нашей эры, в бронзовом и железном веках. А в X-XI веках нашей эры здесь появилось поселение волжских булгар. Остатки древнебулгарского города дошли до нас в виде елабужского городища. В XVI веке в этих местах был построен Троицкий монастырь, для которого сам Иван Грозный пожаловал образ трех святителей, который, кстати, хранился в Покровской церкви города. А в конце XVIII века императрица Екатерина II присвоила Елабуге статус уездного города Вятской губернии. Расцвела Елабуга в XIX веке и превратилась в богатый, красивый купеческий город. Это был один из 10 первых городов России, где провели электричество и водопровод. Здесь уже тогда были дороги, банки и учебные заведения, библиотеки и больницы. Работали фабрики, мукомольные, пивомедоваренные и пряничные. Были и заводы, чугунолитейный, сально-свечные и колокольный. Купцов в городе жило около 600. Самые известные династии – это Стахеевы, Ушковы, Гербасовы. Гуляя по городу, можно было оценить их благосостояние. Дом деревянный – хозяин мелкий торговец или ремесленник. Если первый этаж каменный, а второй деревянный, то значит хозяин – среднячок. А если весь дом каменный, то уж понятное дело – богач. В одном из таких домов в семье купца-хлеботорговца родился Иван Шишкин. Тот самый, который станет художником и нарисует «Утро в сосновом лесу» и еще более 500 картин. Кстати, его отец открыл тот самый Ананинский могильник. На пенсии в Елабуге жила Надежда Дурова, кавалерист-девица, женщина-офицер русской императорской армии. Иногда говорят, что она первая, а вот и нет, не первая. Затем была революция, национализация, гражданская война. Ну, что сказать, что было, то было. И вооруженные восстания были, и мятежи, и грабежи. Чем все закончилось, вы тоже помните. В январе 1921 года Елабуга вошла в состав Татарской Советской Социалистической Республики и стала развиваться как промышленный город. Нефтеразведчики начали свою работу в этих местах еще до войны, но промышленную нефть удалось получить только через 17 лет с глубины 1533 метра. Это месторождение назвали Бондюжское. Нефтеразведчики утверждали, нефть есть и на правом, и на левом берегу. Так постепенно исследователи осваивали все новые месторождения – Первомайское, Елабужское и другие. Весной 1958 года был создан свой укрупненный нефтепромысел «Прикамнефть». На Каме был построен нефтеналивной причал, и осенью того же года первая баржа, «Боровая», отчалила с 6600 тоннами прикамской нефти. В группе «Татнефть» это было первое водоплавающее НГДУ. Не скучно было елабужским нефтяникам. Из экономии времени буровые вышки перевозили на баржах, не разбирая. А когда началось строительство Камской ГЭС, нефтедобычу пришлось адаптировать к новому ландшафту. Сейчас технологии добычи, конечно же, более современные. На баржах нефть уже никто не возит, кругом нефтепроводы, а НГДУ «Прикамнефть» обслуживает уже 22 нефтяных месторождения. Водоплавающее управление – единственное, кто разрабатывает месторождения в зоне Нижнекамской ГЭС, на территории, где находится национальный парк Нижняя Кама. Заповедник – это серьезно. Его площадь более 26 тысяч гектаров. Это дом для 40 видов животных, более 180 разновидностей птиц и 16 видов рыб. И все охраняются. Вот смотрите, у орла-могильника, например, гнездо, оборудованное системой видеонаблюдения. Модный орел. Редкий, потому что. Вот такая у нефтяников благородная миссия – природу беречь. Сама Елабуга по-прежнему интересный город. Историко-архитектурный и художественный музей-заповедник уживается здесь вместе с крупными заводами, особой экономической зоной и нефтяными промыслами. Нефтяники ежегодно вносят свою лепту в развитие города. Построили комплекс с бассейном, дворец культуры, открыта конная спортивная школа «Кентавр» и санаторий «Космос» на радость горожанам и гостям. Мы вместе. Без берега, Елабуга.